Ура! Ура! Больше нет вертунов! Ура! Артисты в водолазных костюмах будут проделывать свои номера. Спустится в стеклянный аквариум. И спустятся в стеклянный аквариум. Если вы не знаете текст, мы все страдаем. Да, я понимаю. Ты не понимаешь. Ты должен понять это на уровне сердца, а не головы. Тишина там. Ползите, товарищ Вертунов. Я уже выполз. А, уже, видишь, он уже даже выполз. Но Вертунова нет? Ну, Вертунова Но нет. Вертунова нет, и никто не помешает нам этот возраст. Прежде чем осознанно пойти на руководителя любительского театра, я поступила в училище культуры. Сейчас это уже колледж, а тогда это было училище культуры. И меня привлекло буквально 2 строчки в требованиях к вступительным экзаменам. Это актерское мастерство и сценическая речь. То есть я подумала, ничего себе, у нас в Сыктывкаре можно поступить учиться, сдав основными экзаменами, да, актерское мастерство и сценическую речь. Вот. И там были требования рассказать стихотворение, там показать этюд. Я помню, что я выучила стихотворение с пластинки. Марина Бабанова читала Цветаеву. И я выучила вот просто как вот Бабанова читает, вот так же прочитала и я. Вот с этим завыванием там ее. Идешь на меня похожий. И педагог, который набирал вообще курс, один из, был Клейн Александр Соломонович. Удивительный гигант, гений. Человек, который просто вот чувствовал, наверное, людей. И поэтому вот меня взяли, он сказал, она читает, может, он про пластинку не знал, я не знаю. В 90-м году я уже поступила в Институт культуры, в Пермский институт. И мне там тоже несказанно повезло вообще с мастерами. Вообще по жизни, вот знаете, везло с учителями. Вот везет с учителями. Жизнь всегда сталкивается с какими-то очень интересными, очень талантливыми и очень сильными людьми. Вот рядом с которыми чувствуешь, где ты сам находишься. Я тогда занималась в фантастической реальности, я была как актриса, Юра Клепиков у нас был режиссером, вообще у нас как бы вот 90-й, 91-й год, 92-й, наверное, это вот одно из самых ярких, радостных и счастливых вот дней моей жизни. Память, она такая хитрая, она как бы какие-то вещи оставляет очень светлыми, какие-то странными, но каждый раз это определенный опыт. То есть я не могу сказать, что вот были какие-то оглушительные победы. Был очень приятный момент в 2004 году, когда мы со спектаклем по Хармсу «Елизавета Бам» победили на Всероссийская театральная олимпиада, которая была приурочена к Всероссийскому же фестивалю. Да, это была вот победа реальная такая в 2004 году. В Щелыково, это дом-музей Островского. И там проходил вот очень такой серьезный, крупный фестиваль любительских театров. Это был успех, то есть мы разделили гран-при с Пермью. И нас потом пригласили в Латвию. И потом мы выступали в Доме актера на Арбате с этим же спектаклем. Вот тоже в связи вот с этой вот победой. То есть там в Доме актера показывали, по-моему, 5 или 10 лучших спектаклей со всей России вообще. Потом очень было приятное участие в фестивале «Новая драма». Это уже в 2006 году. Нас пригласили тогда Эдуард Бояков и Иван Воропаев.
То есть это проходило на 2 московских площадках, театр «Практика» и театр «Док». Мы показывали тогда «Психоз» 4:48 Сары Кейн. То есть такая английская пьеса, очень жесткий материал. Но мы с удовольствием вот приняли участие в этом фестивале. Я помню, было очень приятно. Едешь в метро, спускаешься по эскалатору, висят вот эти вот баннеры «Новая драма». Да? Ты едешь и понимаешь, что ты вот приехал, и ты причастен к какому-то событию в Москве, в афише, то есть вот фестиваля, ты находишь имена очень известных людей. То есть ты понимаешь, что то, что ты делаешь, в принципе, здесь, в провинции, в Сыктывкаре, далеко-далеко, да, это не, ну так, ну мы же провинциалы, нет? То есть вот как бы вот этого нет. То есть если мы делаем, то мы как бы нацелены на то, чтобы зритель, он сказал: слушайте, я такого еще ни у кого не видел вообще. Да? И вот когда после «Приставалы» вот в этом году в Гатчине на фестивале подходили люди, и просто вот они на Женю Гаврилову вот так вот смотрели, как на Бога, на меня вообще как на менеджера. Но подошел человек из Латвии, Арвис зовут его, дал свою визитку и сказал, что очень хочет увидеть нас на фестивале в Латвии с этим спектаклем, потому что он просто говорит: я вот нигде такого еще не видел и не переживал. Я, как говорится, философ. То есть я воспринимаю жизнь как некую воду, реку жизни. То есть ты находишься в этой реке жизни, и я не могу сказать, что я там добилась успеха, и это вот моя жизненная победа. Потому что сегодня рядом со мной есть эти люди, а завтра этих людей может не быть. То есть жизнь, она такая, она берет и дает и забирает, дает и забирает. И, как говорится, когда ты уже входишь в определенную пору зрелости, она забирает, 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 забирает. Поэтому ты становишься очень таким, ну, как бы, ты начинаешь думать про эту жизнь таким образом, что это, ну, вот это правило жизни, это закон жизни. Мы не можем иначе. То есть так устроена жизнь, да? Вот. И театр, слово «театр», оно вот как бы для меня, вот оно скрепляет вот это движение. То есть я понимаю, что через театр я могу говорить о том, что меня радует, о том, что меня беспокоит, о том, что я люблю. То есть это такой диалог с миром, с людьми в попытке, ну, даже не то, чтобы объяснить, а просто как бы вот сказать: вот, знаете, а вот еще ведь вот так может быть. А у нас постоянно бытовые сложности. Я иногда представляю, что мы такая лошадь, знаете, которая вот несется, вот этот вот бег с препятствиями, так, бум, через разные перескакиваем, через большие, высокие, глубокие. Но это тоже, наверное, закон жизни. То есть вот год назад у нас здесь был страшный потоп. То есть просто вот затопило несколько улиц, смыло набережную, какие-то фирмы пострадали, и мы в том числе. Вот мы заходим сюда, а тут вот пол, он вот так вот сюда до потолка вот так вздыбился, вот этот стол, то есть какой-то сюрреализм был. То есть теперь я могу точно сказать, мы пережили потоп. Поэтому, я не знаю, мне кажется, вообще не надо ничего бояться в этой жизни. Вот если ты чувствуешь, если ты вот это чувствуешь, то делай смело, потому что вот эта вот вертикаль с божественным, она никогда не может обмануть тебя.
В академических театрах люди служат. Это очень тяжелый, это очень трудная работа. Это очень трудная работа. Любительский театр в этом смысле – это вот люди работают на основной работе, а после этой основной работы в какие-то дни они приходят сюда, в театр. И то, что мы делаем, это скорее поиск каких-то ответов на вопросы, потому что это абсолютно разные вещи. Профессиональный театр, как у нас любят говорить, да, и непрофессиональный. Я не люблю вот эту градацию, потому что для меня профессиональный – это человек, который хорошо делает свою работу. Я про своих артистов, про всех могу сказать, они для меня в некоторых смыслах даже безупречны. Вот мне вообще не на что жаловаться в этом смысле. Вот когда, например, Женя Будкин и Женя Гаврилов выходят на сцену, я понимаю, что на сцену вышли люди, которым я буду очень вежливо говорить, вот как вот просто улучшить их блеск. Да? А в драме там совсем другая история. Разные решения, они приходят совершенно удивительным образом. То есть иногда вот бах, и просто вот ты видишь, как должен быть оформлен спектакль. Кто это подсказал, мне я не знаю. Может быть, я где-то когда-то в параллельной реальности уже это сделала, а здесь, в этом воплощении себя, я вот этот момент повторяю для себя же. Не знаю, не знаю. Творчество – это вообще такая, знаете, территория малообъяснимая. То есть она интуитивная, она чувственная, она как бы вот, когда ты в темноте идешь на ощупь, да, то есть ты натыкаешься и начинаешь там как бы вот, это будильник, там, это вот ручка, так, что я ищу, там, телефон, там, да, вот когда ты, вот в творчестве там так же, ты идешь и, точно, вот это должно быть. Тут главное как бы вот понимать, что пока ты можешь рассказывать эти истории, да, ты их будешь рассказывать. Настанет время, когда я их перестану рассказывать. Может быть, у меня уже не будет сил на это, не будет людей, которые меня вдохновляют сейчас. То есть, зачем думать об этом? Вот сегодня, в настоящем моменте, когда еще все живы, здоровы, все рядом с тобой.